Горная Ингушетия притягивает все больше ценителей прекрасных пейзажей. В Джайравский район прибыли парапланеристы из Пятигорска. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня глава Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился с главами муниципальных образований. На встрече обсуждался ряд значимых вопросов, в том числе итоги проделанной работы и планы развития региона на несколько лет вперед. Подробности в материале Михаила Тангиева. После приветствия глава республики озвучил цели и задачи данного собрания, обсудили вопросы, связанные с качеством жизни населения Ингушетии и развития региона в целом. Обсудить вопросы и задачи, которые стоят в этом году, наступившем, и включительно задачи до 2022 года, что нас ожидает в рамках федеральных целевых программ, это развитие Северо-Кавказского федерального округа, где мы участвуем как регион, и в рамках других государственных программ. Это одна задача. И вторая задача – это, с одной стороны, критика, в том числе вас, сидящих в зале, в лице власти, это главы муниципальных образований, сельских поселений и общественных советов. Почему? Потому что вы очень слабо контролируете ход реализации проектов, в том числе социальных, на своих территориях. Очень слабо. Вы очень слабо контролируете ход инвестиционных проектов на своих территориях. Многие главы на вопрос, сколько этот завод или предприятие производит продукции, делают удивленные глаза. Хотя этот завод или предприятие стоит на его территории. Он обязан это знать. То есть вы самоустраняетесь. Я езжу по объектам, и для меня крайне странно, когда я вижу, что строить неправильно. Вы там живущие на месте, круглые сутки находясь в этом селе, не видите и ждете, пока глава республики сюда приедет. Повышение уровня жизни – ключевое направление государственной политики региона. Принятые меры за последние 10 лет позволили существенно улучшить социальные и экономические показатели региона, создать необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль. Выступление следующего докладчика началось с видеоролика. С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов, в том числе образование – 86 объектов, здравоохранение – 31 объект, промышленность и сельское хозяйство – 34 объекта, культура, спорт, туризм – 58 объектов, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры – 97 объектов, объекты жилого строительства – 62 объекта, прочие объекты, среди которых административные здания, торговые комплексы – свыше 100 объектов. Картина действительно впечатляющая. Одна из главных тем встречи – предстоящие выборы президента России, которые пройдут 18 марта. С докладом выступил председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев. Республика, как и вся страна, готовится к этим выборам. Осуществляются все необходимые на данном этапе мероприятия. В частности, по поручению ЦИК России мы совместно с органами местного самоуправления, с органами регистрации и учета граждан осуществляли корректировку базы данных избирателей. И цель этой корректировки была в том, чтобы очистить эту базу от неправильных сведений. На встрече с главами муниципальных образований Ингушетии был также представлен доклад о сборах платежей за коммунальные услуги в регионе. Сборы населения за потребленную электроэнергию в целом по республике в 2017 году составили 70,2%. Недобор порядка 234 миллионов. Здесь и далее речь будет идти только по показателям 2017 года, то есть без учета задолженности за прошлые годы и только по населению. По ГУП Ингуш-Регион-Водоканал сбор платежей за оказанные услуги составил 62%, недобор 75 миллионов.
ООО «Газпром Межрегионгаз» и ООО «Газпром Межрегион Пятигорск». Сбор составил 55%, недобор 690 миллионов. Юнусбек Евкуров добавил о необходимости усиления работы в этом направлении. Надо просто взять на контроль, чтобы у нас там с водой вопрос был решен. Понятно? В этом году эта задача стоит, и отдельно председатель правительства заслушает с главой муниципальных образований именно по вот этому проекту, и можно то же самое по воде заслушать, чтобы у нас не сорвалось там процесс. Не менее важная и обсуждаемая тема – запланированные мероприятия на 2018 год по улучшению электро-, газа и водоснабжения на территории республики. Для решения проблемы улучшения ситуации по обеспечению бесперебойного электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения для жителей региона руководство Республики Ингушетии совместно с ПАО «Газпромом», ПАО «Россеть» и ПАО «Роснефть» принимаются кардинальные меры, направленные на строительство и реконструкцию газо-, электро- и водораспределительных сетей в населенных пунктах Республики Ингушетия. Юнусбек Евкуров отметил, что все задачи будут взяты под личный контроль и обязал всех глав муниципального образования выполнять их в кратчайшие сроки. Михаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. Подготовка к предстоящим выборам президента страны в Ингушетии проходит в соответствии с календарным планом. Об этом в ходе совещания главы республики с руководителями политических партий региона доложил председатель региональной избирательной комиссии Муса Евлоев. Подробности в следующем сюжете. Участие в избирательной кампании в настоящее время принимают 14 кандидатов, 12 представителей партии и 2 самовыдвиженца. В качестве самовыдвиженцев на выборы идут Владимир Путин и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. Окончательный состав претендентов на эту высшую государственную должность будет известно 10 февраля, когда ЦИК России закончит работу по проверке представленных ими подписей и остальных документов и зарегистрирует в качестве кандидатов. Тогда вот окончательный состав будет известен только тогда. И, соответственно, нам будет известно, сколько человек, сколько кандидатов будет в бюллетене, который нам необходимо печатать здесь на месте. Ну, мы, естественно, как и вся страна, как и все избирательные комиссии, по всем субъектам осуществляем свою работу в соответствии с тем календарным планом, который утвержден Центральной избирательной комиссией, сроки, которые установлены ими этим календарным планом. И, в принципе, на сегодняшний день проблем с этим нет, и все необходимые мероприятия мы выполняем. Не только избирательная комиссия республики, но и комиссии территориальные и участковые. Для участковых пока работа для них начнется, вот в принципе активная фаза их работы начнется после того, как наступит время, когда участковые комиссии будут принимать заявления от избирателей, которые хотят голосовать не по месту своего постоянного жительства, а не по месту регистрации. Руководитель региона, обращаясь к участникам совещания, отметил, что до главного политического события выборов президента России остается совсем немного времени. И в связи с этим он призвал руководителей политических партий провести всю необходимую работу со своей стороны, чтобы выборы в регионе прошли максимально организованно и прозрачно. В рамках избирательной комиссии нашей, ну и в рамках наших договоренностей, чтобы выборы проходили первое прозрачно, второе организованно. И третье, чтобы друг другу не мешали, а наоборот помогали в плане того, чтобы каждый из вас обеспечил бы на своем направлении порядок и помогал бы власти грамотно и подготовить и провести выборы, любые выборы, в том числе в данный момент выборы президента Российской Федерации. У нас большой опыт есть и у руководителя избиркома республики, и коллектива проведения выборов различного масштаба. Поэтому беспокойство у нас особых не вызывает по организации проведения. Но, тем не менее, конечно, мы с вами должны максимально включиться в работу, в том числе, о чем я просил бы. И реклама, рекламные щиты и так далее. Если уж поставили, то будьте добры за ними присматривать, смотреть, изучать. Максимально нужно посмотреть и по наблюдателям, максимально нужно посмотреть по явке. Если мы представляем там какие-то политические партии или самовыдвиженцев, мы должны работать в своих коллективах, в своих партиях, со своими депутатами, если таковые есть, и сделать максимальную явку. Независимо от политической принадлежности, партийной принадлежности,
власть вам тоже в этом вопросе будет оказывать помощь и поддержку. Я уже и раньше об этом говорил. Не только партия власти, как «Единая Россия», но любой партии. Тем более, если это представители депутатов парламента республики. Спикер Ингушского парламента, в свою очередь, подчеркнул важность обеспечения явки населения на выборах главы государства. По словам Зелимхана Ивлоева, избиратели должны проявить активность. От их голосов будет зависеть будущее России и Ингушетии. Сегодня мы готовимся к 18 марта. Это выборы президента страны. Это очень важное политическое мероприятие года. И нам всем нужно активно подключиться к этой работе и, конечно же, в первую очередь обеспечить явку нам всем. Нам всем, значит, те политические партии, которые имеют своих кандидатов, и вы должны людей агитировать, чтобы они проголосовали за ваших кандидатов. Мы любим республику нашу, и мы должны понимать, что это и наша с вами политическая такая активность. Напомним, уже 10 февраля ЦИК России объявит окончательный список кандидатов в президенты Российской Федерации, который будет отражен в избирательных бюллетенях. Хади Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рамзан Ахильгов. Новости 24. В Назране в день выборов задействуют специальное такси, которое будет перевозить маломобильных жителей города к избирательным участкам. Такое поручение дал мэр Алихан Тумгоев. Чтобы отдать свой голос людям с ограниченными возможностями здоровья, необходимо накануне дня голосования обратиться в территориальную избирательную комиссию города по номеру телефона, который будет анонсирован на официальном сайте администрации, а также на личной странице мэра Назрани в Instagram и Facebook. Сроки приема заявок будут утверждаться дополнительно, а представители ведомства проинформируют граждан о возможности организации доставки избирателей на участки. На очередном заседании Совета Народного собрания депутаты рассмотрели 30 вопросов, которые будут включены в повестку дня предстоящего заседания. Говорили о приватизации объектов культурного наследия. Этот вопрос будут согласовывать с региональными парламентариями. Соответствующий законопроект рассмотрел на заседании Думский комитет по культуре. Автором инициативы выступило Народное собрание Ингушетии. В республике уверены, что если оставить памятники за организациями, отвечающими за их сохранность, то это может привести к утрате важнейших объектов культуры, по той причине, что ответственные не выполняют своих функций должным образом. У нас уже наблюдается по Российской Федерации случаи, когда объекты культурного наследия передаются сначала в безвозмездное пользование или приватизируются, а потом они как-то исчезают, и на их месте строятся какие-то там торговые центры или еще другие прочие объекты. Сейчас законодательная инициатива у нас в Комитете Государственной Думы по культуре рассмотрена, и комитетом принято решение о включении в план работы Государственной Думы Российской Федерации данного законопроекта на март 2018 года. Также парламентарии обсудили предстоящее в рамках очередного пленарного заседания заслушивание отчета о деятельности МВД за прошедший год. Заслушивание предусмотрено федеральным законом о полиции и регламентом Народного собрания региона. Сейчас у нас готовится перечень вопросов, которые мы будем задавать министру внутренних дел о деятельности за 2017 год. И, пользуясь случаем, я бы хотел довести до сведения населения, что дополнительно будет вывешено объявление на нашем официальном сайте Народного собрания Республики Ингушетия, и где будут указаны контакты, куда можно будет направлять свои вопросы, если у того или иного жителя нашей республики есть вопрос к министру внутренних дел о деятельности Министерства внутренних дел за 2017 год. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сегодня принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры республики. Основная тема обсуждения – итоги работы за прошедший год и задачи на 2018. С докладом выступил прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. В заседании также принял участие заместитель генерального прокурора Иван Сидорук. Подробнее в сюжете. Итоги деятельности прокуратуры за 2017 год подводит прокурор республики Андрей Васильченко. В своем выступлении он отметил снижение количества преступлений по ряду пунктов. Состояние преступности в республике характеризуется снижением на 10% числа зарегистрированных преступлений с 1790 до 1606.
На 18% сократилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. На 50% фактов похищения человека. На 33% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На 5% преступлений, совершенных с применением оружия. На 14% сократилось количество мошенничеств. На 43,8% грабежей. И на 10% разбоев. Вместе с тем, в 2017 году отмечается увеличение на 56% количества убийств и покушений на убийство, 25 против 16, на 7% краж чужого имущества, на 12% посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 9 против 8. В 2017 году органами безопасности и внутренних дел продолжена работа по ликвидации ресурсной базы экстремистского Батпанполя. В ходе спецоперации ликвидированы 8 лиц, включая лидеров террористических группировок, действующих на территории Ингушетии, таких как Салтукиев. 2 участника террористической группы и 6 пособников боевиков привлечены к уголовной ответственности. Ведется уголовное преследование десятков лиц из числа участвующих в вооруженном конфликте в Сирии на стороне международной террористической организации ИГИЛ и антиправительственных вооруженных формирований, а также пытавшихся выехать в названную страну для ведения боевых действий. К настоящему времени 7 из них уже осуждены. Организован международный розыск 123 лиц. Число особо тяжких преступлений уменьшилось на 9,4%. Их удельный вес в общей структуре преступности не изменился. Уменьшение особо тяжких преступлений произошло за счет снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Число тяжких преступлений также уменьшилось почти на 25%. Соответственно, их удельный вес в общей структуре преступности снизился. Васильченко подчеркнул, что в 2017 году значительное внимание прокурорами уделялось приведению нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством. Наиболее распространенными нарушениями федерального законодательства, выявленными в прошедшем году в республиканских нормативных правовых актах, является нарушение бюджетного законодательства, законодательства в сфере соблюдения прав и свобод граждан и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Основной причиной выявляемых нарушений является отсутствие должного контроля за изменением федерального законодательства со стороны органов власти и слабая работа правовых отделов органов государственной власти, непроведение ими несвоевременных мониторингов республиканского законодательства в целях выявления вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых актов. Несмотря на уменьшение числа преступлений в озвученных Васильченко пунктах, работы у прокуратуры не убавилось. В своем выступлении прокурор Ингушетии сконцентрировал внимание присутствующих на задачах, которые стоят перед коллегами в первой половине наступившего года. Анализ состояния преступности показывает, что 79% лиц, совершивших преступления, не имели постоянного источника дохода. Эта цифра повысилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На 21% уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако все равно их количество остается на высоком уровне. На 39% выросло число преступлений, совершенных лицами при рецидиве преступлений. Указанные обстоятельства свидетельствуют о снижении эффективности профилактической работы со стороны органов внутренних дел республики. Нередко повторное совершение преступления говорит о том, что наказание за первое преступление не соответствовало его тяжести. Складывающаяся ситуация требует разработки согласованных комплексных решений по усилению профилактических мер, направленных на устранение причин, способствующих совершению преступлений указанными лицами. На работу органов прокуратуры в этом направлении обратил особое внимание и руководитель региона. В части, касающейся приведения в соответствии нормативных актов, Юнусбек Евкуров подчеркнул, что прокуратура в первую очередь реагирует на нарушение законодательства в правительстве республики, министерствах и ведомствах, приводит профилактические мероприятия. Эта работа, по его словам, сегодня дает хороший результат. При составлении нормативных актов теперь не бывает грубых нарушений и ошибок. Непростые задачи прокуратура решает в сфере надзора за соблюдением федерального законодательства, соблюдением прав граждан. И здесь тоже надо подчеркнуть, мы в прошлом, позапрошлом году об этом говорили, сегодня периодически вы, в том числе, выступаете перед министрами, руководителями, правительственным блоком республики, где не только выявляете нарушение законодательства, но и подсказываете, как не надо этого делать. Помогаете, проводите профилактические мероприятия. И в связи с этим, если даже есть не меньше, но, по крайней мере, мы не видим таких грубых ошибок, которые допускали в предыдущие годы Кабинет правительства в нарушениях в сфере законодательства. Снижение статистики в 2017 году по ряду позиций глава Ингушетии связывает с улучшением социально-экономических показателей региона и стабилизацией криминогенной обстановки. Подводя итоги работы республиканской прокуратуры за 2017 год, у нас есть все основания говорить о достаточно успешной деятельности главного надзорного органа региона. Минувший год у нас прошел под знаком 25-летия республики. Мы оцениваем этот год довольно успешным по всем направлениям, в том числе и в строительном секторе, и в инвестиционном плане, и, конечно, в деятельности правоохраны. Наш регион, так же как и в предыдущие годы, продолжал свое развитие.
И в этом колоссальная помощь, поддержка федерального центра. Перед прокуратурой стоят в 2018 году ряд других серьезных задач, в том числе и, конечно, поддержка вот той стабильности, которая сегодня есть в правоохранении, и выявлять и привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы на территории республики, продолжать профилактику в сфере нарушений законодательства, для того, чтобы меньше этих нарушений было, особенно мы говорим по министерским и правительственным чиновникам. Ну и, конечно, та практика, которая была в этом году, мы с Андреем Владимировичем уже раза 3, наверное, обсуждали эту тему и говорили, какие дисциплинарные и другие представления мы вносим для того, чтобы наказать чиновников. И когда уже и председатель правительства, и некоторые министры уже с просьбой обращаются, можно обойтись без представления. Раньше такого не было, кстати. И вот представление прокуратуры, когда мы доводим до чиновников, что в первый раз представление, а второй раз уже имел человек пишу заявление. И для каждого это тоже сигнал, это тоже предупреждение. Поэтому здесь я просил бы, Андрей Владимирович, продолжить эту практику не только на уровне нашего с вами там республиканского, но на уровне муниципальных образований. Глава поблагодарил всех за хорошую и эффективную работу и пожелал успехов в 2018 году. Глава отметил, что перед прокуратурой стоит множество задач, в том числе выявлять и привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы на территории республики, и продолжать профилактические мероприятия. Зелимхан Калоев, Муслим Ганиев, Новости 24. Итоги 2017 года подводят и в региональном управлении Россельхознадзора. Здесь состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики ведомства. На встрече руководители отделов управления рассказали о том, как отразились реформы в ведомстве на работе, и рассказали о самых эффективных подходах в решении проблем. В мероприятии также принял участие и советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев. Все подробности в материале нашего корреспондента. Как работает реформа контрольной и надзорной деятельности в регионе, чего удалось добиться за 4-й квартал прошлого года и что осталось делать? В докладе руководителя управления Россельхознадзора отражены все основные вопросы деятельности ведомства. Чтобы бизнес в регионе развивался без значительных затрат на проверки, сотрудники реализуют сразу несколько направлений. Программой определено 8 самостоятельных проектов задач. Это первое – внедрение рискоориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. Систематизация сокращения количества и актуализации обязательных требований. Внедрение системы комплексной профилактики нарушения обязательных требований. В числе принятых мер и профилактика нарушений сотрудники регионального Россельхознадзора начали тесную работу со СМИ. Хорошая осведомленность предпринимателей, уверена, они позволят избежать штрафов и административных наказаний. К тому же в этом году по решению федерального Минсельхоза вся сопроводительная документация продукции переходит на электронный формат. Введение данной электронной ветеринарной сертификации включает в себя полный контроль за производством, перемещением и реализацией продукции. С другой стороны, введение данной системы облегчает работу хозяйственных субъектов. Предприниматели, занимающиеся определенным видом деятельности, у них после введения данной сертификации на все оформление документов уходит меньше времени, меньше финансовых затрат. Вся их работа облегчается. В рамках публичных обсуждений прошла и видеопрезентация, в которой участникам встречи подробно рассказали о ключевых принципах и целях реформы деятельности ведомства. В России проводится более 2 миллионов проверок, из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу вреда. Рассказали собравшимся и об изменениях в земельном законодательстве, в частности, касаемо охраны земель. В случае нарушения ответственные лица обязаны провести рекультивацию участка и восстановить плодородный слой. Об этом в своем докладе собравшимся рассказал Хазыр Зангиев. С учетом новой редакции данной статьи для охраны сельскохозяйственных земель землепользователи обязаны проводить, в частности, мероприятия по воспроизводству их плодородия, защите от загрязнения радиоактивными элементами и другими веществами и опасными микроорганизмами, защите угодий от зарастания сорняками, деревьями и кустарниками. В мероприятии также принял участие и советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев. Проделанной региональным ведомством работой гость остался доволен. Вместе с игурскими коллегами обсудил направления, в которых необходимо усилить работу. Необходимо внедрить в республике систему идентификации животных поголовно, потому что это обязательное требование со стороны третьих стран, кто заинтересован в покупке нашей продукции. И необходимо будет ввести еще систему мониторинга
на предприятиях, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж. С докладами перед собравшимися выступили начальники отделов управления. В рамках публичного обсуждения правоприменительной практики участникам мероприятия рассказали о ветеринарном контроле. Здесь же подвели итоги деятельности ведомства и наметили ряд задач на 2018 год. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Инвалидность будет устанавливаться бессрочно при первичном обращении по ряду заболеваний. Минтруд России разработал проект постановления правительства страны о внесении изменений в правила признания лица инвалидом. Проектом документа предусматривается введение перечня заболеваний, при которых специалисты учреждений медико-социальной экспертизы при очевидно имеющихся у инвалида нарушениях здоровья, которые приводят к ограничениям жизнедеятельности, уже при первичном освидетельствовании устанавливали взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку по достижении им возраста 18 лет. Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен. В проект перечня включены парная ампутация области тазобедренного сустава, хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. В настоящее время проект перечня дорабатывается с учетом мнения профессионального сообщества. Ингушетия занимает первое место по числу проектов победителей форума «Машук». В общей сложности наши активисты выиграли более 14 миллионов рублей. В Комитете по делам молодежи состоялась встреча победителей форума с руководителем ведомства. Обсудили этапы реализации проектов, получивших грантовую поддержку. Репортаж Заремы Евлоевой. 23 проекта по самым разным направлениям – туризм, история, культура, экология и даже кино. Впервые в истории Северокавказского форума «Машук» в 2017 году Ингушетия заняла лидирующие места сразу по нескольким показателям. Талантливые и активные ребята убедили экспертов, что их проекты имеют право на существование. На их реализацию было выделено более 14 миллионов рублей. В Комитете по делам молодежи такими успехами гордятся. Но сейчас, по словам специалистов, нужно сделать все, чтобы деньги пошли исключительно на реализацию задуманного. Дирекция форума создает в регионах рабочие группы, которые будут периодически проверять, как идет работа. Мы будем по этому плану проверять вас, то есть что вы сделали в течение месяца. Если у вас есть какие-то субъективные, объективные причины, почему вы не смогли реализовать данный проект, данный календарный план, он должен быть составлен в виде письма. Для того, чтобы мы могли сказать Росмолодежи завтра, да, этот человек не реализовал, он нас проинформировал, мы об этом знаем, мы с этим согласны. Такие встречи в КДМ проводятся периодически. Ребята рассказывают не только об этапах реализации, но и делятся опытом, помогают друг другу. Адам Келиматов на форуме получил максимальные 240 баллов за свой проект «Школа ресайклинга». Проект направлен на решение экопроблемы – загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Согласно идее активиста, в локальных мастерских пластик измельчается, нагревается и производятся простые и практичные вещи, такие как светильник, парковая мебель, контейнеры для хранения и сортировки. Производство будет запущено в феврале, обещает автор, так что пора задуматься и о реализации продукции. Было бы круто, если бы госорганизация, особенно хотя бы Комэкология и Минприроднадзор, которые являются профильными, и хотя если еще Министерство лесного хозяйства подключится или комитет, то если с ними это проговорить о том, чтобы они сами закупили у нас эти контейнеры для своих организаций. О проделанной работе рассказал и Адам Мальсагов. Он с друзьями также выиграл грант в 2,5 миллиона на проект «Наследие дикой дивизии». Ребята уже провели экспедиции и собрали архивные материалы, на основании которых будет снят документальный фильм и выпущен журнал тиражом в 200 экземпляров. Мы хотим в рамках проекта подарить один стенд стоимостью около 100 тысяч рублей по Первой мировой войне и дикой дивизии университету, чтобы у нас был в проекте сделать стенд и поставить его чисто на одном мероприятии, на первом показе фильма. И после этого он оставался. А тут мы решили этот же стенд только поставить в университет, чтобы он там 7-10 лет мог стоять. По ходу реализации проекта ребята сталкиваются со многими проблемами. Комитет обещает помочь довести все проекты до конца. Ведь от того, как запустят проекты 2017-го, зависит и судьба следующих участников, которые будут представлять наш регион на Машуке. Есть проблема, когда молодой человек, выиграв проект,
потратить, он эти деньги начал тратить, но отчитаться правильно, грамотно, составить свой отчет, он здесь немного может ошибиться. Да? В целом у нас для этого есть в комитете высококвалифицированные специалисты, которых мы и отправляли на образовательные всякие форумы, где мы их подготовили для того, чтобы они завтра, то бишь сегодня, могли таким ребятам помогать воплощать свои отчеты правильно, грамотно, отчитываться перед Росмолодежью. Есть вероятность, что совсем скоро форум Машук станет не северокавказским, а всероссийским. В этом случае конкуренция участников увеличивается в разы. Поэтому тем, кто хочет представить свой проект на Машуке этим летом, пора начинать готовить сани. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Депутат Госдумы Артур Таймазов в ходе встречи с главой Ингушетии предложил открыть в регионе волонтерский ресурсный центр. На встрече с участием депутатов Госдумы обсуждались перспективы совместной деятельности по реализации ряда проектов партии «Единая Россия». По словам Артура Таймазова, проект открытия в Ингушетии волонтерского ресурсного центра планируется реализовать во всех регионах СКФО. Он попросил Юнусбека Евкурова оказать содействие в реализации проекта на территории республики. Глава Ингушетии выразил готовность поддержать предложенный проект. Считаю, что необходимо закрепить это сотрудничество соглашением или другим документом для координации этой работы во всех направлениях, отметил Юнусбек Евкуров. Напомню, что Ингушетия стала первым субъектом России, на территории которого развернулась программа «Года добровольца». 500 юношей и девушек принесли клятву верности принципам добровольчества и получили отличительные повязки. Депутат Госдумы Елена Бондаренко предложила Юнусбеку Евкурову возглавить группу реагирования в социальных сетях по реализации одного из главных проектов «Единая Россия» под названием «Городская среда». Глава Ингушетии заверил гостей, что готов помочь и поддержать партийные проекты. Это центр подготовки волонтерства. То есть сегодня волонтеры Победы, волонтеры экологи, медики, они все по разным направлениям, как бы каждый из них, каждое направление живут они сами по себе. Сегодня хочу их объединить и в целом же на Кавказе создать в каждой республике такие центры. Сегодня мы понимаем, что спортивная жизнь, это вот молодежь спорта Кавказа, они как все равно пересекаются, где-то на соревнованиях встречаются, где-то на турнирах. А вот именно вот эта активная молодежь, она сегодня никак не пересекается, я имею в виду студенты. И никак, то есть взаимообщения нет у них. Поэтому хочется создать потом при СКФО создать совет. Сегодня через вот этот ресурсный центр можно отбирать наиболее талантливых ребят. Малгобекский музей «Память поколения» борется за звание лучшего регионального военно-исторического музея. Всероссийский конкурс посвящен 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Главная цель организаторов – привлечь внимание к деятельности музея военно-исторической направленности. Победитель будет определен по итогам голосования на сайте портала история.рф, которое продлится до 1 февраля. Репортаж Лейлы Гайсановой. Первым артефактом, который мы нашли в своей работе, это был 2010 год. Очень интересна была судьба этой находки. Этот экспонат – особая гордость руководителя поискового движения «Малгобек». Винтовка, можно сказать, первая серьезная находка музея «Память поколения». Ее в 2010 году строители нашли во время работ и передали Беслану Зайтову. Мы взяли эту винтовку, принесли и начали ее очищать от ржавчины. Потом стал вопрос, как из него сделать музейным экспонатом. Дело в том, что вот эти деревянные части, которые здесь есть, они, естественно, не сохранились. Там, да, вообще практически ни один артефакт не сохранился, только вот металлические части. Потом мы связались, нашли такую организацию в Москве, Рособоронсервис называется, который занимается реализацией этих деревянных частей. Мы там связались с ними, перезвонились, они сказали, да, они готовы нам поставить деревянные части. Мы купили там за 5000 рублей вот эти деревянные части и собрали. Музей поискового отряда «Малгобек», рассчитанный главным образом на молодежь, открыт 8 лет назад. Артефакты, поднимаемые при раскопках, часто вместе с останками советских солдат, отряд до 2015 года передавал в школьные музеи и в музей воинской части. А в 2016-м открыли свой «Память поколения». За эти годы поисковым отрядом организовано 10 экспозиций, в том числе и в соседних республиках. Перезахоронены останки 217 воинов, ранее считавшихся без вести пропавшими. Мы вывезли вместе с собой учащиеся туда, на Терский хребет, где у нас проходила
передовая линия во время обороны Малгобека и Малгобекского района. И вот там мы первые провели поисковые работы, и вот подняли бойцов, мы там подняли, правда, дети в этом не участвовали, они смотрели, и вместе с ними первые артефакты как раз таки были подняты вот в это время. Музей – хранитель культурного наследия и социальной памяти, который объединяет поколения людей. Все находки поисковики не только хранят, но и изучают. Но прежде чем экспонат попадает в музей, он проходит определенную обработку. Когда ты проходишь школу, показываешь, рассказываешь, проводишь уроки мужества с детьми, чтобы они могли трогать, брать в руки, посмотреть, там, подергать, там, спросить у тебя, а что, откуда, а как. Для этого мы предварительно делаем обработку, вот, очищаем. Надо тебе уметь строгать, пилить, варить, чистить, копать. Ну, короче, поисковик, он должен быть всесторонне развит. Музей «Память поколения» в Малгобеке принимает участие во всероссийском конкурсе на лучший региональный военно-исторический музей, который посвящен 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Выбор пал на этот музей не случайно. Здесь занимается сбором подлинных памятников истории, культуры и природы. Всероссийское военно-историческое общество направило нам письмо официальное для того, чтобы с нашего региона, с Ингушетии, чтобы кто-то заявил участие в 75-летию годовщину Сталинградской битвы. Вот. И мы, несомненно, обратились и в поисковый отряд, потому что в нашей республике это, скажем, такой самая перспективная организация, которая работает именно с артефактами и более так участвует и в военно-патриотическом направленности, работает с молодежью. Культурный туризм становится сегодня одной из главных составляющих туристических программ, и музеи, консолидирующие культурное и историческое наследие, играют в нем не последнюю роль. На сегодняшний день в республике открыты 10 государственных и частных музеев. Они занимают очень важную позицию в туристической сфере, поскольку именно благодаря посещению таких учреждений турист может получить представление об уровне культуры региона, погрузиться в его историю и увидеть уникальные музейные собрания. Лейла Гайсанова, Рамзан Мержоев, Новости 24. Власти Карабулака рассматривают возможность выделения земельного участка под нужды КФХ в сфере пчеловодства. Эта работа ведется в рамках поручения главы Ингушетии по оказанию содействия развитию пчеловодства. Предполагаемое место размещения стационарной пасеки расположено в северо-западной части Карабулака. На участке площадью около 1 гектара установят оборудование для производства меда, высадят медоносные культуры и благоустроят всю территорию. Горные массивы Ингушетии не раз покоряли бейсджамперы, второй год подряд штурмуют и альпинисты. А теперь очередь за парапланеристами. Гости из Пятигорска, занимающиеся принципиально новым для нашей республики видом спорта, полетами на парапланах, приехали на днях и осваиваются в Джейрасском районе. Прокладывают новые маршруты. Экстремалы уже совершили несколько прыжков, но главная их цель – увидеть в полете завораживающий вид с горы Цейлон. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Разумеется, красивые пейзажи надоесть не могут априори, тем более, если занимаешься любимым делом. Ингушетия для парапланеристов край доселе неизведанный, поэтому и вызывает он такой интерес. Гости из Пятигорска уже успели увидеть селение Байни с высоты, осмотреться, проверить снаряжение, а потом и в путь, точнее в полет. Для парапланеристов целые недели и месяцы, затраченные на подготовку, стоят этих нескольких минут полета. С виду может показаться, что парашют и параплан похожи, однако это не совсем так. Сходство лишь в том, что у обоих мягкие крылья. Параплан предназначен именно для полетов, в то время как парашют преимущественно, чтобы приземлиться. Рядом с альплагерем у подножия горы Цейлон ребята собирают снаряжение, чтобы проложить новый маршрут. Приехали осмотреть места красивые, интересные, горные. В горах здесь летать интересно именно для профессионалов. Вот. Если летать на равнине летать попроще.
В Ингушетию гости приехали по приглашению президента СЛА Ингушетии Хусейна Кадзоева. Учитывая, какое внимание в республике уделяется туризму, очень важно развитие подобных зрелищных видов спорта. После этого, я думаю, после чемпионата альпинистов провести здесь фестиваль сверхлегкой авиации, созвать самых лучших спортсменов на точность приземления, на дальность полета. Такие мероприятия. Такие же места находятся в Эльбрусе, в Чегеме, в Чечне, в Дагестане. А у нас тоже не хуже. Снаряжение готово, спортсменам можно выдвигаться. Важно понимать и то, что видимость должна быть просто идеальной. В противном случае все может закончиться неудачно. Для прыжков ребята выбрали небольшой холм у подножия горы Цейлом. Почти полчаса пути, и они наверху. Только внезапно опустившийся туман рушит все планы. В этот раз совершить полет не удастся. Но унывать парапланеристы и не думают. В республике экстремалы проведут еще несколько дней. А значит, и попыток для прыжков будет немало. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чехкиев, Новости 24. В республике в скором времени появится Федерация конного вида спорта. Как сообщают в Министерстве спорта, в регионе также планируется строительство ипподрома. Напомню, что в 2015 году заработала конно-спортивная школа «Дикая дивизия». Там проводятся бесплатные сеансы иппотерапии для воспитанников Республиканского реабилитационного центра детей-инвалидов. Здесь и будет функционировать федерация, пока не будет построен ипподром. Точные сроки строительства пока не определены, но уже сейчас идет работа по выделению земельного участка в селе Средние Очелуки. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.